Для Тамары Ульяновой это первая встреча с главой города. Горожанка признается, жить в доме номер 3 по улице Гагарина становится невыносимо. На первом этаже многоэтажки расположена разливайка, которая не дает покоя всем жильцам. Также во дворе ведется постоянная несанкционированная торговля и отсутствует пешеходная дорога. Автомашины проезжают со стремительной скоростью. Мы хотим, как раньше, в каких-то у нас, в 80-х годах висел знак «Кирпич». То есть проезд запрещен. Это было хорошо. А потом кто-то убрал. Не знаю, ГАИ, не знаю, кто-то из водителей убрал. Знак, который напротив ограничивающий движение по внутридворовым таким вот дорогам, пешеходным практически дорогам, будет установлен. Движение будет, конечно же, ограничено. По поводу разливаек, о которых она говорила, где распивают спиртные напитки, работа идет. Идет работа администрации, идет работа депутатов, группы депутатов, работы Народного фронта. Вопросы благоустройства и коммунальной сферы всегда в числе лидеров. Так житель Новоюжного района Лев Андреев радеет за чистоту и благоустройство лесного массива Дубовая роща, расположенного рядом с его домом по проспекту Ивана Яковлева. Но в лесу у нас дети играли, и сейчас играют, и мы ходим, и бабушки ходят, тротуары есть, но маловато обозначено. Темновато, энергии надо. Энергоосвещения маловато. И тротуары надо делать. Все полностью обновлять надо. Как пояснил глава города, за благоустройство Дубовой рощи на портале «Открытый город» уже голосовали жители. Эта площадка должна преобразиться благодаря финансовой поддержке из федерального и республиканского бюджетов. Проект будет не очень дешевый. Будет примерно так же, как около торгового дома «Овос» и магазина «Шупашкар». Там поставлены и скамейки, и детские малые архитектурные формы. Сделаны украшения всякие, поэтому то же самое будет в Дубовой роще. Будет отдельный проект, отдельное такое архитектурное решение. Все проблемы, озвученные на приеме, Евгений Кадышев взял на личный контроль. Параллельно рассматривались и обращения граждан, которые поступили и на официальный аккаунт главы города в Инстаграме. Ответы на некоторые нашлись сразу. Более серьезные проблемы будут решать совместно с курирующими специалистами. Следующую встречу Евгений Кадышев проведет в столичной администрации 21 февраля. Группа выходного дня «Разноцветный день» появилась в детском саду номер 206 в Альгешево 2 месяца назад. Сюда ходят малыши от 1,5 до 3 лет, которые еще не посещают садик, чтобы они могли понемногу адаптироваться к новым условиям. С детьми занимаются воспитатели, логопеды и педагоги-психологи. Они проводят подвижные игры и развивающие мастер-классы. Большой акцент делаем на развитие речи при помощи потешек, артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр. Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики, так как это способствует скорейшему развитию речи и правильному развитию речи малышей. Занятия для малышей начинаются по субботам в полдень. Всего в группе выходного дня ребятишки проводят 2 часа, поэтому у них нет обеда и тихого часа. Родители в это время имеют возможность отдохнуть немножко, заняться своими делами, решить какие-то свои вопросы. Также в нашем детском саду функционирует бассейн для группы выходного дня, также для малышей с 1,5 лет до 3 лет. Он называется «Мама и малыш». Посещать детский сад в выходные могут желающие со всех районов города. Нужно только получить справку у врача о состоянии здоровья. Мы дома успеваем убираться с мужем, готовить, кушать, отдохнуть. И ребенок после садика приходит счастливый, уставший и сразу спать. Сейчас каждую субботу в группу приходит порядка 10 детей, но желающих становится все больше, отмечают в детском саду. Если проект окажется успешным, то группы выходного дня введут и в других дошкольных учреждениях. Состригая ветку за веткой специальными секаторами, сотрудники Зеленстроя приводят кроны лип в уже привычный для горожан шарообразный вид. На центральных магистралях такая форма обрезки была принята еще в 80-х годах. Деревья, оформленные в кубы, можно увидеть по улице 50 лет октября. Такой формовочной процедуре насаждения подвергают еще в питомниках, отмечает директор чебоксарского филиала главного ботанического сада Александр Дмитриев. Это ежегодный уход и обязательно в зимний период, до начала сокодвижения. Обрезают ветки прошлогодние. Вот в прошлом году как выросла ветка, в зависимости от погоды, его обрезают или наполовину, или до 70%. Оставляют вот эти оставшиеся почки,
весной и летом этого года дадут дополнительные веточки, ветвления, и листья будут уже расти нормально. Стричь деревья в городских условиях – не только эстетика, но и безопасность горожан, считают в администрации. Завершить формовочную обрезку в Чебоксарах планируют до конца апреля. Однако некоторые деревья придется достригать уже в зеленый сезон, отмечают специалисты. Нам часто ГИБДД обращаются. Это особенно вот начиная с весны, уже когда деревья дают дополнительные побеги, приходится еще убирать ветки, которые загораживают дорожные знаки. Нам приходится по высоте ориентироваться. Мы просто обязаны не допустить, чтобы ветки соприкасались с проводами. Наряду с формовочной и так называемой омолаживающей обрезкой деревья в Чебоксарах подвергаются еще и санитарной. Эта мера больше вынужденная, чем эстетическая. В управлении экологии отмечают, что на территории города есть пораженные болезнью ели. В основном это хвойные деревья, расположенные на центральных улицах. К сожалению, дерево, которое сейчас находится за нами, из-за того, что оно в таком плохом состоянии, его необходимо будет обрезать практически до макушки, потому что сухие ветки, они опасны, прироста, к сожалению, не будет. Так же, как и на площади Республики. На сегодняшний день деревья болеют, предстоит реконструкция этого сквера и предстоит также замена этих деревьев в связи с этой болезнью. По словам главного специалиста сектора по обращению с зелеными насаждениями Натальи Ивановой, очевидно, что у деревьев сосудистые заболевания. Его причину еще предстоит выяснить. В ближайшее время специалисты управления экологии собираются провести экспертизу. Сейчас в Чебоксарах работают 5 многофункциональных центров. Это 101 окно, где можно получить 196 государственных и муниципальных услуг. Среди наиболее популярных из них в 2019 году – получение ИНН, замена российского паспорта, назначение выплат пособий на детей, услуги Росреестра, а также регистрация на портале госуслуг или возобновление учетных записей. Востребованы и специальные окна для бизнеса. В ближайшем будущем МФЦ оснастят криптокабинами. Дорогое новшество, порядка свыше 5 миллионов рублей. Пока планируется установка одной криптокабины в центральном офисе по улице Ленинградская. Это производственно-технический комплекс, который позволит автоматизировать сбор биометрических данных, которые нужны для оформления загранпаспортов на 10 лет. Также в ближайших планах МФЦ переход на электронный формат предоставления услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин после внедрения этого стандарта в Москве вводит этот формат на территории всей страны. И в ближайшее время мы будем переходить на формат предоставления услуги по разрешению на строительство в электронном виде через многофункциональный центр. К этому нужно готовиться. Алексей Ладыков поручил изучить этот вопрос и представить предложение до 1 марта. В целом стоит отметить, что в июне этого года исполнится 10 лет с момента открытия первого многофункционального центра в Чебоксарах. За это время различные услуги были предоставлены 5 миллионам граждан. При этом 99% обратившихся удовлетворены работой специалистов МФЦ. Таковы результаты мониторинга. До экзамена остаются считанные минуты. Одни школьники все еще к нему готовятся, пересказывают друг другу экзаменационные тексты прошлых лет. Другие уверены в своих силах и просто ждут очереди. Однако все девятиклассники убеждены, уметь говорить красиво должен каждый. В нашем мире все построено на коммуникации. Даже при приеме на работу умение общаться сыграет большую роль. Потому что в коллективе ты должен уметь общаться с своими коллегами, должен грамотно владеть речью, чтобы излагать свои мысли. Сам экзамен проходит за 10-15 минут. 2 минуты дается на ознакомление с текстом. Потом школьник должен выразительно его прочитать, а после пересказать. Следующий этап – монолог. Школьник выбирает тип речи, повествование, описание или рассуждение и высказывает свои мысли на одну из предложенных тем. Финальное задание – диалог с экзаменатором. Я отмечаю в протоколе баллы, смотрю, где действительно возникают ошибки, нарушение грамматических норм, орфоэпических норм, какие-то речевые ошибки, искажения в словах. Это все фиксируется в протоколах. Вот. И затем ученику выставляется зачет или, соответственно, не зачет. Устное собеседование считается успешным, если ученик получает зачет – минимум 10 баллов из 19. Как правило, практически все школьники с этим справляются. Но если по каким-то причинам экзамен завален, то его можно пересдать. Дважды – в марте и в мае. Как справились с заданиями нынешние девятиклассники, объявят в течение недели, как только эксперты подсчитают баллы.
Алексей Ляхов всего 3-й год работает в должности заместителя директора 11-й Чебоксарской школы. При этом он курирует такие важные вопросы, как государственная итоговая аттестация, информатизация, инновационное образование учеников. А параллельно еще и ведет уроки музыки. Педагог считает, что современный руководитель должен отвечать требованиям многозадачности. Сегодня он пришел на стажировку в 47-ю школу, чтобы перенять опыт ее руководителей. А в чем-то и поделиться своим. К примеру, с коллегами обсудил, какими словами они обычно реагируют на правильные ответы учеников. Похвала для многих детей – стимул двигаться дальше. Здорово, я бы даже сказал шедеврально. Хорошую работу проделали, теперь я обращу ваше внимание на экран. Теперь сравните, какие фразы можно использовать. Стажировка будущего руководителя продлится неделю. В течение этого времени он будет работать по программе образовательного учреждения, в котором набирается опыта. Основная цель школы будущего руководителя – сформировать контингент высококвалифицированных специалистов, готовых к руководящей должности, и предоставить отличившимся педагогам возможность карьерного роста. Молодые специалисты проводят педагогические собрания как раз уже в незнакомой школе. Именно погружение в незнакомую среду позволяет его мобилизовать, с одной стороны, его силы, его, скажем так, содержательную составляющую. С другой стороны, и школа тоже подтягивается, потому что приходит незнакомый, скажем так, руководитель. Также одно из необходимых условий школы будущего руководителя – пройти стажировку в одном из образовательных учреждений Москвы или Казани. За 2 года данного проекта мы обучились в школах города Чебоксары, мы съездили на стажировку в город Казань, в одну из лучших школ города Казани, прошли обучение у директоров, посмотрели систему образования именно Республики Татарстан. Сейчас активно работаем над внедрением новых проектов именно в наших чебоксарских школах, в нашей системе столичного образования. Школа будущего руководителя позволит ее ученикам развить лидерские качества, а также увеличит кадровый потенциал города в целом. Причем в столичном управлении образования отмечают, что включиться в программу обучения еще не поздно. С началом реализации национального проекта в республиканский онкодиспансер поступило 13 видов высокотехнологичного оборудования. Врачи уже активно осваивают с помощью новой техники и более современные способы диагностики и лечения. Эндовидеоскопический комплекс дает возможность видеть на большом экране все органы и с максимальной точностью удалять патологию. Все оперируют специальными электрохирургическими инструментами, которые, во-первых, они обеспечивают надежный гемостаз, то есть если им рассекаешь ткань, у тебя ничего не кровит. Заглянуть внутрь организма врачи могут и с помощью эндоскопического оборудования. Отличное качество изображения, максимальная видимость дают возможность с высокой точностью проверить пищевод, желудок, кишечник и выявить онкологию на ранних стадиях. Пациенты отмечают, что процедура стала облегченной и хорошо переносится. Позволяет нам выявить изменения слизистой более маленьких размеров, видеть на экране, и под увеличением. Образцы тканей врачи направляют на гистологию и уже под микроскопом исследуют опухоль. В помощь клиницистам поступил цифровой сканер гистологических образцов. Он дает возможность рассматривать клетки в полноразмерном изображении. В сложных случаях консультироваться с федеральными центрами, передавая изображение по интернету. Сразу 2 томографа, компьютерный и магниторезонансный, установили в поликлинике диспансера. Сейчас идет процесс наладки оборудования. Оборудование современное, парк наш расширился, этому мы очень рады и надеемся, что сроки ожидания высокотехнологической медицинской помощи нашим пациентам сократится, наверное, вдвое. В этом году онкологи ждут очередную партию оборудования. В этом году будет закуплено 9 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе это линейный ускоритель почти последнего поколения вместе с КТ-топометрией. Линейный ускоритель необходим для проведения лучевой терапии. Для того, чтобы победить рак, онкологи используют разные способы лечения. Это так называемый мультидисциплинарный подход. И с помощью нового оборудования врачи намерены спасать как можно больше людей. Главное условие – вовремя обратиться к доктору. Уже в 56% случаев рак диагностируется на 1 и 2 стадии. И это большое достижение. Полиции просто каждый вечер здесь появляются. А если один раз, это хорошо, потому что весь двор потом в крови, то есть каждый вечер летний здесь происходит драка, здесь массовое распитие.
Так описывают соседство с этим заведением жители дома номер 33 по проспекту Горького, в котором кафе и находится. Впрочем, назвать его таким приличным словом у них язык не поворачивается. Более того, люди не понимают, почему в магазинах спиртное после 23 не продают, а здесь – пожалуйста. Это чисто забегаловка. Чем она отличается от магазина? Почему там нельзя, а тут можно? Кто их проверил? Вот там висит. До 18 лет нельзя. А кто их проверяет? Потому что очень много молодых парней. Тут такой дебош устраивают. Оказалось, по закону в кафе продавать спиртное можно круглые сутки, но употреблять только там. Местные жители уверяют, дебоширы выносят отсюда бутылки и допивают уже во дворе, буяня под окнами. Хозяин заведения парирует, на вынос они не продают. Большинство бывает здесь, кто-то может с собой нести. Сотрудник не может заставить встать возле двери и заставить человека выпить прямо здесь всю бутылку. Зато может забыть о меню. Его здесь не оказалось, хотя должно быть, это же общепит. А вот с горячительным проблем нет. С какой стороны она может являться кафе, понимаете? Тут чисто минимальный ассортимент. Ассортимент только алкоголь и пивной продукции. А в этом баре, что находится по соседству с первым заведением, тоже по ночам дым коромыслом в прямом смысле слова. Люди, живущие над кафе, жалуются на постоянный запах табака. Тут же контрольная закупка. Попробуем. Проверим легкие. Теперь изучать состав кальянной смеси будут полицейские. Если подтвердится наличие там никотина, владельцу заведения грозит крупный штраф. В предприятиях общественного питания действующим законодательством на сегодняшний день оно запрещено. Кальяны могут только организовываться только где отдельное помещение, где уже общепит, даже если реализация будет чая, это уже считаться будет общепит. А это уже проспект Ленина, центр города. Красноречивая вывеска привлекает определенный контингент, говорят жители микрорайона. Мат-перемат, потом там единственная скамеечка на детской площадке, на которой они садятся, кричат и галдят всю ночь. Но надпись «Стопка», оказывается, скрывает за собой не только питейное заведение. Заглянув за очередную дверь, городские власти с активными жителями случайно накрыли игровой салон. В самом уголке потребителя написано, что организована работа биржи криптовалют. Я думаю, что это не похоже на биржу криптовалют. Это компьютерные азартные игры. Поняв, что запахло жареным, сотрудники заведения скрылись. А вот некоторые посетители, несмотря ни на что, остались биться за выигрыш. Сейчас подпольным игровым салоном уже занимаются полицейские.